Ну, на сегодняшний день мы занимаемся пока только обслуживанием, ремонтом газового оборудования, так как законно зарегистрировать газовое оборудование на сегодняшний день нельзя. А потому уже почти месяц бизнес Дениса Савельева просто стоит. По его словам, ГИБДД ссылаются на постановление правительства России и не принимают документы на регистрацию авто, переделанного под газ. Есть такие трактовки, как что испытательные лаборатории должны быть аккредитованы еще и как инспекция. На данный момент действующих лабораторий, которые аккредитованы как инспекции, в России не существует. По сути, сама процедура оформления изменений в конструкции авто упростилась и должна была стать госуслугой. Раньше водитель обращался в компанию по установке, затем испытательная лаборатория делала экспертизу. Дальше он шел в ГИБДД, где ему ставили отметку «Возможно». С начала июня, по словам владельцев сервисов, процесс завис. Было добавлено, что и также необходимо иметь якобы орган инспекции. Этого органа инспекции нет у лаборатории, поэтому ГИБДД пока не принимает документы для регистрации ГБО. Как быть бизнесу и водителям в такой ситуации? Проблему обсудили в торгово-промышленной палате за одним столом. И предприниматели, и директоры лаборатории, и представители «Газпром» газомоторное топливо. Дело в том, что по существующим на данный момент требованиям таких обязательств нет. Быть одновременно аккредитованным и как испытательной лаборатории, и как инспекционный орган. Участники круглого стола называют это разночтением постановления. За разъяснениями мы обратились в ГИБДД республики. Ответа пока не получили. Ясно одно – спрос есть. Только за прошлый год по программе субсидирования на газ перешли почти 1300 автомобилей. С начала этого года уже 650. В республике сейчас только на метане почти 6000 машин. Зарина Ахметова, Салават Мухмадуллин, Анна Городнова, Андрей Сентальцев, ТНВ Казань.